Впереди был флаг, а сзади Миндауга Татархана. Я жила в русском городе, никто не понимал, что происходит. Эту овцу выращивали специально, чтобы мне было тепло. Мне захотелось всем говорить: я татарка! Мужчины в обтягивающей одежде, это в принципе выглядит странно, к какой бы нации они себя не относили. Всем привет, баразгада салям. Вы на канале YouTube Татарочки. Это Фикр подкаст. Меня зовут Алсу Хафиз, а за камерой Айнур Ахметов. И сегодня мы будем говорить про то, как должны выглядеть современные тюрки, современные татары. Вот, а вы не забудьте, что сделать, Алсу. А вы не забудьте подписаться на этот канал, потому что нам еще вот столько чуть-чуть совсем осталось до 20 тысяч, а где 20 тысяч, там и все 100. Поставить лайк этому видео, написать комментарий и отправить это видео тому, кто интересуется модой и кто хочет выглядеть современно, но при этом с элементами национальной культуры. Этот ролик вышел благодаря нашим спонсорам, спасибо им огромное. Но если вы хотите поддержать наш канал, то переходите по ссылкам в описании, становитесь спонсором на YouTube. YouTube Татарочки. Ты сама всегда любишь одеваться с каким-то национальным колоритом. То есть ты среди, наверное, моих знакомых в топ-3 людей, которые все время как-то свою национальность подчеркивают через одежду. Да. Расскажи вообще историю, с чего все началось. То есть когда? В какой-то момент я поняла, что я татарка, и мне захотелось всем говорить: я татарка! Это же не будешь? Ну, вариант писать на груди, да, вот это там. Таким способом я выражаю свою национальную идентичность. Я же не буду каждому на улице подходить и говорить: вообще-то я татарка, если ты не знал. А так, если есть какой-то национальный элемент, мне не нужно об этом говорить. Одежда скажет за себя, за меня. И вообще всем расскажет. И мне кажется, что если человеку важно, что он себя причисляет к какой-то группе, какой-то нации, какому-то народу, то через одежду это как-то выразить. Потому что по одежке встречают, а провожают по уму. Например, почему футбольные болельщики ходят в футболках своего любимого клуба? Да, я тебя прекрасно понимаю. Вот я болею за Рубин, и мне иногда нравится там в кепке Рубина походить. Хорошо, давай начнем с тебя. Что ты сама одеваешь из национального? Давай топ-3 твоей любимые одежды, то есть национальным элементом. Вау. Но у меня есть платье, которое немножечко похоже на моду 19-20 века, с воротником-стойкой, с отрезанной по талии. Я люблю различные жилетки, тоже которые один из элементов татарского костюма женского. Есть украшения, различные брошки, сережки. Вот мой топ такой. Хорошо, а на что ты опираешься, когда, вот смотри, есть татарская одежда какая? Есть вот советского периода, да, какая-то вот такая вот ляпистая, такая цветастая, да? Атластан сценическая есть, да, есть культура одежды 19-го, начала 20 века, да, которая на фотографиях вот есть старинных. Есть там какая-то средневековая татарская одежда. Ты вот это комплекс всего берешь или ты на что-то отдельное опираешься? Ну, я лично ориентируюсь... Там меховая шапка, знаешь, такая. Сейчас же модно стало, такие женщины носят такую шапку, типа как у Сюмбике. Да. Есть такое. Я только двух таких женщин знаю. Лично я, на мой вкус, мне нравится мода конца 19-го, начала 20 века. Это как раз такое возрождение татарской культуры и зарождение городской татарской культуры, потому что до этого времени вся культура была в деревне. И в деревне носят не красивую одежду, а удобную одежду. Это широкие платья, широкие какие-то камзолы сверху, казакины мужские. Вот. А мне нравится вот эта мода начала 20 века. Она, конечно, европеизированная, там, европейские платья, но их можно какими-то украшениями, какими-то национальными элементами добавить. Вот, отвечая на твой вопрос, возвращаясь, да, мне нравится вот именно вот эта городская мода начала 20 века. Окей, давай начнем вообще с головы, да? Мне кажется, у всех татар, у всех тюрков какие есть головные уборы? Давай попробуем разобрать. У мужчин, тюбетей, это у меня что приходит, да, это мои стереотипы. У женщин каляпуш, наверное, только у татар, я не знаю, есть ли у других тюрков. Платки у большинства, да, и колфаки. В основном вот на всех старых фотографиях это у всех тюркских народов колфак. То есть это такая тюбетейка с элементами платка, правильно же? Вот это колфаком называется. Такая тюбетейка, да. То, что ты сейчас показываешь, вот вы не видите, но Айнур там показывает, он показывает... Как это называется правильно? Ты что имеешь в виду? Это во всех национальных женских сверху костюмах. типа фата?
Вот, да, у всех национальных костюмов будто бы вот, да, вот так вот тюбетейка вот, и фата. Смотри, это все придумали в советское время для сцены. Так не носили. Был платок. Потому что до советского времени был ислам, ну, как бы он и потом был, но и к тому, что он был широко распространен в массах. Женщины покрывали голову. И да, они под низ одевали небольшой каляпуш или колфак, как это кому удобнее называть, и сверху надевали платок, чтобы он покрывал голову, покрывал волосы. Ну, естественно, во всех мусульманских народах у женщин есть головной убор свой определенный. Ну, он немножечко разнится по форме, но по факту он должен был закрывать голову и закрывать волосы. То есть функция такая. Хорошо, а как сейчас современным татарам и татарчикам подчеркнуть через голову? Какие головные уборы ты посоветуешь одеть молодым тюркам? YouTube татарочки. С головными уборами все очень тяжело. Возможно, это какой-то мой личный затык, потому что я не ношу головные уборы, я не знаю, как их правильно носить. Несколько лет назад, где-то года 4, наверное, назад, у татар очень широко распространились такие небольшие тюбетейки, таблеточки такие небольшие, они там диаметром 10-15 сантиметров, наверное. Вот женщины их вот на голову очень активно сейчас тоже надевают, вообще в разные места своей головы, кто во что горазд. Если это людям нравится, прекрасно, пусть они продолжают это делать. Мне лично не нравится. Кстати, это сейчас у татарок это самый популярный вид национальной одежды. Это самый популярный. Платье и в цвет этого платья вот это вот. Не всегда в цвет, замечу. К сожалению. Это самый популярный сейчас, потому что больше ничего нет. Потому что больше никто ничего не предложил такого функционального. Сейчас главное в одежде функциональность, чтобы я одел, не заморочился и сразу куда-то пошел. Вот с этой тюбетейкой ты не заморачиваешься. Я же говорю, многие даже под цвет не стараются его как-то подобрать. Оно у них есть, потому что они приехали когда-то в Казань на сбор татарских женщин. Чуть не сказала сборище. Там им подарили какую-то определенную тюбетеечку, и вот они ее сейчас носят. Классно, что они так выражают свою нацидентичность. За это им большое спасибо. Отдельно хочу отметить оренбургских татарочек, не потому что у меня оренбургские корни. Оренбург всем известен, как есть такая ассоциация, как оренбургская шаль. И они придумали на вот свою вот эту тюбетеечку сверху вот так прикольно наложить вязаный элемент, это оренбургская шаль. Это еще один момент выражения своей идентичности, но уже как бы к земле, к своей они апеллируют. И это классно, потому что татары живут везде, во многих местах. Оренбургские татары, это вот, ну, как бы вот такая вот есть целая масса у нас людей. И вот так вот они выражаются. Очень круто. Мне очень нравится. Да, прикольно. У нас же есть ролик разные татарские костюмы у разных женщин с вашего конкурса. И там действительно думаешь, блин, нифига себе, столько всего. А у мужчин, мужчины, они просто одевают любую одежду, которая есть, и одевают тюбетейку. Ну так ведь? Ну, как любой. Но это, как правило, классический костюм какой-то. Я не видела, что нет, я видел толстовки. Просто, там, не как хаки-ля-ляр, да? Там, еще что-то. Просто, может быть, джинсы, футболка и просто тюбетейка. Еще, знаешь, такие бывают китайские тюбетейки, просто, такие самые простые. Белые, там, и какая-то там такая мечеть типа нарисована. Да. А вот у татар есть своя тюбетейка, которая везде узнается. Есть вот эта известная фотка Путина, где он там где-то в Италии примеряет. Они либо синие, либо зеленые обычно, и там вот какие-то узоры. Это вот, знаешь ты, не знаешь ли, это вопрос, я сам просто не знаю, это чисто реально татарская тема или это у многих есть? Но именно вот такая форма высокая, она даже немножко напоминает, например, крымско-татарскую феску. Я, честно говоря, еще раз повторюсь, я не историк моды, не знаю корни откуда, но вот как-то вот она закрепилась. Возможно, это так же, как с этими таблеточками, кто-то на рынок это вот выкинул и это подхватили, потому что просто другого не было. Вот сейчас, например, президент Татарстана, как такой законодатель моды, он несколько лет назад начал носить другую форму тюбетейки. Он называется такья. Историки говорят, что это как бы подшлемник. То есть он еще с времен ханства Казанского. Это тюбетейка, которая прям прилегает на голову. Она не вот так вот стоит и невысокая, а прям вот по форме головы. Ему отдельно вот такую вот отшивают. И еще один элемент мужской моды, который ввел тоже Минниханов, это пиджак классический, но с отсылкой опять-таки к моде конца 19-го, начала 20 века с воротником-стойкой. Это сейчас тоже многие чиновники подхватили. И его, кстати, много кто носит. Я недавно, где-то в ноябре, наверное, мы устраивали вот Local Fabricas IT-сектор, там приглашали кого-то с Министерства цифровизации, там пришел молодой
парень, чиновник, и он был вот в татарском камзоле. Да, вот это тот момент, когда вот это подобострастное отношение к начальству играет нам на руку. Все хотят быть поближе к вышестоящим, хотят быть на них хотя бы визуально похожими, и поэтому копируют их стиль одежды. И Медшин начал так ходить. В Башкортостане у них вообще, по-моему, каким-то там локальным актом это все закреплено, что чиновники должны вот так вот выглядеть. У них тоже, похожие на татарский камзол, но они туда еще вышивку, по-моему, добавили. А еще недавно мы, помнишь, новость говорили, что в Узбекистане министр культуры тоже обязал свое ведомство носить национальный костюм. Самая большая проблема в том, что, например, все не переходят на такие же камзолы, как носит Минниханов, про которые мы уже говорили, что это дорого и требует индивидуального пошива. То есть проще пойти и купить белую футболку, чем какой-то там свитер или свитшот с национальными элементами. К сожалению, это не всем пока доступно, и это самая большая проблема татарской моды. Это не масс-маркет. Это часто что-то индивидуальное, ручное и... Да, и то, что вот, например, ты можешь... Не считая футболок, я татарин просто. Да. То, что ты не можешь просто зайти в магазин и купить это нужно прям напрячься, либо шить под заказ. Алсу, дальше хотел про головные уборы, и вот свои какие-то. Еще что я знаю про тюркский головной убор? Есть вот такая известная турецкая, знаешь, такая красная. Феска. Такая, да? С такой этой. С кисточкой. Да. Вот. Еще все привозят туристы, обычно там чокки написано. Ну, типа. Да, и тюльпан. Да. И у узбеков есть такая, у них такая немножко, будто бы она не прямая, как у нас, а немножко по бокам так но она тоже, это как татарская такия, она плотно прилегает к голове, да. Сам заметил, мне нравится носить тюбетейку, когда вот Песчан базара происходит, у нас есть фестиваль Меликим, где все одевают национальную одежду, и там я в прошлом году одевал костюм просто черный и черную тюбетейку, а в этом футболку, жилетку, тюбетейку, и кайфово себя чувствуешь как-то. А почему ты не носишь тюбетейку каждый день? Ну вот как-то будто бы неуютно себя чувствуешь, потому что не все так делают, и да, это точно будет бросаться в глаза. Я уже представляю, что я еду в метро в тюбетейке. И ты не хочешь привлекать к себе внимание. Такой, знаешь, в зимней куртке. Ну да, вот у нас еще вот такая вот штука есть, что... И в тюбетейке. Там будет ощущение, что я просто на никах еду, решил сэкономить на такси просто. Вот видишь, вот такой стереотип есть. Потому что... Камдертуа, камдеруля. И вот в этой связи можно упомянуть, например, нашего общего знакомого Айдара Шайхина. Он всегда в тюбетейке. Может быть. Сейчас пытаюсь вспомнить время для Шайхина. Ну ладно. Ну, когда я его вижу, он всегда в тюбетейке. Давай дальше спускаемся. Да. Лицо. Да. Есть ли какой-то мейкап татарский? Ну, давай. А ты же можешь рассказать про отношение к исламу, к мейкапу, к всему там? Ну, все, что изменяет твое лицо и делает тебя не таким, как тебя создал Бог, все это запрещено. Окей. Но если татарский мейкап современный, там может губы как-то покрасить, там в цвет флага? Нет, отдельно. Должны быть зеленые тени, белые румяна и красные губы. Ну, типа того. Нету, да, такого ничего? Ну, нет, конечно. Так не делают? Нет, так не делают. Сережки? Я, знаешь, что видел? Вот очень много сейчас продают сережек, которые типа нашли в булгарских всяких захоронениях или в раскопках, и типа говорят, это вот прям булгарский стиль. А я не знаю, что нашли в Булгарах, кроме уточки. Что-то еще находили? Ну вот в Туганово там есть целый ювелирный магазин, где говорят, это классно. Классно, что у нас есть такие референсы, к которым можно обратиться. Но это все достаточно узнаваемые орнаменты. Это либо сережки в форме тюльпана, это какие-то растительные орнаменты. Еще есть прекрасная, естественно, серебряная филигрань, на основе которой тоже делаются сережки. У нас есть прекрасный техникум народных промыслов, которые этим занимаются, и вообще различные там чуть ли не мировые конкурсы вот по декоративно-прикладному искусству выигрывают. Проблема в том, что этого не купить. И это все делается на заказ. А то, что можно купить, это, скорее всего, изготовлено в Китае, либо это изготовлено настолько массово, что там татарское угадывается, но только если ты сам хочешь, например, это угадать. В этой связи хочу упомянуть якутов, потому что у якутов это более доступно. Возможно, потому что они как-то локально, может быть, живут, и им это проще в Якутии продавать, и это больше пользуется спросом. Не знаю, на чем это основано. Например, вот сейчас на мне якутские сережки. Покажи. И у меня их несколько пар, потому что они прям мне очень сильно нравятся. Это что касается сережек. Есть еще множество нагрудных элементов. Мы сейчас, естественно, говорим про женщин, мы сейчас не говорим про мужчин. Например, такой элемент, как изю. Это нагрудник.
раньше он использовался для того, чтобы прикрыть грудь. Ну и как бы типа защитный, там на нем монетки, потому что вот в грудь посмотрит, тебе там кто-нибудь вселится, тебе там кусть, и я еще такой. Мне очень нравится этот элемент тем, что его можно очень легко интегрировать в нашу привычную одежду. С рубашками, с платьями, с водолазками это можно отлично носить. И надо сказать, что женщины, которые у нас есть в правительстве Татарстана, это вице-премьер и министр культуры, очень это органично в свои какие-то образы и луки вписывают. Не обязательно это какое-то торжественное мероприятие или концерт, они могут там на какое-то заседание там прийти или что-то вот в каком-то таком, в одежде, в которой есть национальный элемент. Вот, например, изю можно для этого использовать. Есть еще, это уже было, конечно, у зажиточных татарок, у богатых, называется яка шалбара, это застежка воротника. Тоже достаточно такая известная штука, на фотографиях она есть. Она из серебра делается или из каких-то там драгоценных материалов, драгоценных металлов с использованием драгоценных камней. У меня, например, есть такая же штука, но выполнена из пластика. Вот моя близкая подруга такими вещами занимается. И тоже, если одеть какое-то красивое платье и к ней вот такой национальный элемент, тоже интересно очень выглядит, на мой взгляд. Угу. А вот считается ли современным национальным элементом какая-нибудь брошка или какой-нибудь значок, где там, например, лицо тука из дерева? Может ли это считаться? Я думаю, что может считаться, потому что это тебя относит к какой-то группе, какой-то нации, какому-то народу. Тебя это выделяет на фоне других. Если утрировать, допустим, американец не наденет на себя брошку с изображением того же самого тукая. А есть какие-то брошки национальными? У меня есть много разных брошек и с орнаментами национальными. И, например, у меня есть брошка. У нас на здании железнодорожного вокзала есть достаточно известное в Татарстане изображение девушки-татарки. Вот, например, с ней у меня Да, она кайфовая, да. Это дешевле, чем шить одежду, и это проще продавать, чем одежду. Ты не привязан к размеру, ты не привязан к ткани, к каким-то особенным элементам. Эта брошка у тебя может лежать лет 6, потом через 6 лет ты ее можешь начать продавать, например. Кстати, про размеры, про эти камзолы хотел заметить. Такое ощущение, что этот камзол, во-первых, подходит не всем фигурам, да? Естественно. Потому что в простом костюме ты можешь расстегнуть и в рубашке с расстегнутым как-то полегче будто. А тут ты даже если как такой большой мужчина, как я, или больше, у тебя такой животик будет, такой плотно сидеть. Еще надо что сказать про украшения, про женские украшения, что есть такое понятие, как щулпа. Ты знаешь, что такое щулпа? Нет. Женщины, как правило, были с длинными волосами и заплетали косы, а на их кончиках были щулпа. Накосники это называется. Они из мелких монеток делаются и звенят. Вот такой вариант украшений сейчас тоже есть. Не так много их, к сожалению, но такое тоже делают. Но их делают в основном сейчас из пластика, потому что это дешевле, понятное дело, и они уже так не звенят. Но, например, у нас есть в Казани барахолка в воскресенье, и там можно найти реальные классные серебряные тяжелые такие щулпы, которые из бабушкиных сундуков. Во-первых, они использовались для того, чтобы оттягивать немножечко волосы назад, и была осанка. Еще когда волосы немножко подтягиваешь, они быстрее растут, потому что им нужно это сопротивление подавить. Но еще они так меленько звенят, чтобы все знали, что идет татарка. Классно. А в татарской культуре нету же, чтобы мужчина прокалывал уши? Мне кажется, в принципе, нет такой культуры. если африканские племена какие-то. Нет такого, что ты какую-то, кроме, наверное, какого-нибудь значка, как-то с помощью бижутерии что-то себе татарское почерпнешь. А если покрасить бороду зеленый, белый, красный? Или, можно на бороде выбривают такие штуки, как на висках? Кстати, борода, это, конечно, элемент внешности, не одежды, да, но борода у многих сейчас, татар... У татар же, я был в Болгарии, в музее татарской цивилизации, там говорят, что у болгар и у татар своя борода, не такая, такая большая, длинная, а мне сказали, надо ладошку приложить, как ладошка, И я когда это запомнил, когда еще, студентом ездил, и все время примерно такую бороду отращиваю, считаю, и всем говорю, это татарская борода. Классно. Ты законодатель тренда можешь стать. Только никто не трендится после меня, знаешь.
Окей, смотри, ну ладно, с верхом понятно, что еще есть популярно, да? Свитшот с какими-то национальными элементами, да, футболки. Я татарин. Футболки, свитера, вот сейчас вот появились свитера, где не просто там вышивка, да, или, например, нанесенный какой-то орнамент, а прям вывязанный, ну, связанный орнамент. Футболки, мне кажется, сейчас уже не так сильно популярны, хотя еще можно найти в магазинах. Например, я еще когда жила в Тольятти... Кстати, у меня же сейчас футболка татарская. У меня Тугантель написано с узором. Когда жила еще в Тольятти, раскрашивала футболки акрилом. Я там дарила даже друзьям такие футболки. Там были написаны татарские фразы, например. Такая. Ну, сейчас это уже не популярно, тогда это еще было популярно. У меня была футболка, где на спине было написано «Минде ага татарканы». И волк нарисован. Флаг. Впереди был флаг, а сзади «Минде ага татарканы». Я жила в русском городе, никто не понимал, что происходит. Ютуб татарочки. Окей, давай спустимся еще раз, как я говорил, к ногам. Что юбки, что брюки, обувь. Ну, брюки, обувь, юбки, платья – это все у нас теперь европейская мода. Мы не будем ходить… Не могу придумать, как через брюки как-то выразить. Да, но смотри, мы же не будем ходить в широких каких-то шароварах полосатых или что-то. Просто потому что, это не… Нет, ты можешь, конечно, ходить, если тебе очень хочется. Но это неудобно. Из той же самой машины тебе неудобно будет выходить. Из автобуса тебе неудобно будет выходить. Поэтому я все-таки за то, чтобы придерживаться европейской моды, но в эти европейские образы, луки, платья вносить что-то национальное. С точки зрения юбок и платьев, если прям хочется придерживаться какой-то моды, да, то все-таки татарки носили закрытую одежду. Да, где-то там она была по щиколотке, например, да, но это просто потому, что неудобно было ходить. Длинные платья в пол, чтобы они прям за тобой волочились, носили городские татарки, которым не нужно было работать во дворе, в деревне, там полы мыть не нужно было. А если ты живешь в деревне, ты там не проживешь в длинном платье, тебе будет просто неудобно. Поэтому платья были уже короче. Вот. И такой стереотип все-таки есть, что раз уж ты одеваешься косишь там под какую-то этническую идентичность, то все-таки это длинное платье, если мы говорим о женщинах. И мужчины вряд ли оденут тюбетейку, вот этот камзол с воротником, стойкой и шорты. Нет, наверное, такие есть, но это будет как будто бы незаконченный образ. А с точки зрения обуви, да, обувь это сейчас легко найти обувь, которая именно татарская, потому что у татар… Это вот ичиги всякие, да? Это кожаные ичиги и все, что связано с ними. У казанских татар есть своя особенность. Это кожаная мозаика, казанский шов. Это особым образом скрепленные кусочки кожи из разных цветов. Я вот будто бы у казахов тоже такое видел. Смотри, в чем история. Вообще ичиги из софьяновой кожи, которые скреплены особым образом прошиты, это все-таки татарская тема. Но в музеях мира есть вот эта обувь, именно татарская, но она там представлена либо как тюркская, либо как казахская. Просто кто-то в какой-то момент ошибся, и вот эта татарская идентичность пропала. Осознанно или неосознанно это было сделано, я не знаю, но вот такой факт есть, что в музеях она представлена не как татарская. Но все-таки казанский шов, он на то и казанский шов, что был сделан и придуман здесь, потому что абсолютно доподлинно известно, что татары занимались кожевенным мастерством и шили обувь. Раньше она была дорогая, и в основном в деревнях и люди, у которых не было денег, ходили в лаптях, а зажиточные татары ходили, естественно, в кожаной обуви. И сейчас она тоже, к сожалению, доступна не всем. Но я например, раскошелилась, у меня есть несколько таких вариантов обуви, и мне нравится в ней ходить, во-первых, потому что она удобная, во-вторых, потому что она узнаваемая. Узнаваемая не только в пределах Татарстана, но и в других регионах тоже. Когда выезжаю, и здесь тоже ношу. И мне просто люди в самолете, в аэропорту, просто на улице могут подойти и сказать: «О, это же татарские, и это так классно». И ты их троллишь, такая: «Нет». Выходишь дальше. Нет, но я же… Еще таким взглядом, типа, ты о чем? Я же это как раз-таки одеваю для того, чтобы люди увидели, что вот татары, они есть, они по улицам ходят, это обычные классные люди. Мне кажется, что люди про меня думают, что я классный человек. Окей, давай, смотри, вопрос теперь эко, да, то есть у нас, опять-таки, меха, кожа,
Но это вопрос не ко мне, я потому что не эко. Я за удобность, долгонадежность и функциональность. Мне кажется, в современном мире нужно учитывать этот тренд, что... А никто не знает до конца, что эко, а что нет. Вот, например, если ты носишь одежду из переработанных материалов, допустим, это эко. Да. А если на нее потрачено больше ресурсов, чем на хлопковую какую-то вещь, это эко? Надо узнать, что вот это... Вот именно, они все до конца докапываются. Но здесь в коже, очевидно, понятно, что это убили животное и взяли на кожу. Но это животное для этого и выращивали. У меня есть меховая дубленка, мне она очень нравится, мне в ней тепло, и эту овцу выращивали специально, чтобы мне было тепло. Короче, ты не стремаешься носить кожаные меха? Абсолютно. Ладно. Пишите в комментариях, для вас это... Как, нормально носить или ненормально? Вот сейчас вокруг хлопка тоже много, разговоров, что, во-первых, это рабский труд, который там в азиатских странах применяется, это очень много воды для этого нужно. Но, например, не считают ресурсы для другой одежды, которая якобы там перерабатывается, еще что-то. Вообще, я за умеренность. Я за то, чтобы не скупать... Вот эта вот быстрая мода, fast fashion, которая сейчас есть, Ты одел футболку пару раз, уже все, ее выбросил, и будешь дальше следующую носить. Я вот против этого. Вот это, с моей точки зрения, не экологично. Одну вещь надолго, да. Хорошо, дальше. Что еще у нас есть по татарской одежде? Еще у меня есть, знаешь, такое представление, что если ты, кстати, мужчина, то это должна быть, либо рубашка, либо футболка широкая, и такая же широкая безрукавка. Правильно? И представление мне. В моем мире, в принципе, мужчины в облегающей одежде... все такое оверсайз, немножко. Опять-таки, мы же говорим о каких-то очень субъективных вещах. Это же просто наш личный вкус. На мой личный вкус, мужчины в обтягивающей одежде, это, в принципе, выглядит странно, к какой бы нации они себя не относили. Смотря какой мужчина. Любой. Поэтому, тем более оверсайз теперь хотя бы джинсы-то можно обтягивающие? Серьезно, тебе нравится такой вообще терпеть просто... не могу. Бывают же прямые штаны, я понимаю, что их сейчас очень тяжело найти. Такого, да. Айнур сейчас очень так осуждающе посмотрел на себя и на свои ноги, оценивающе. Чтобы удешевить якобы национальный костюм, покупают такие... В швейных магазинах есть аппликации, якобы с растительным каким-то орнаментом. Если не вдаваться в подробности, он, растительный и вроде как бы общетюркский. Но все-таки, если немножечко в этом разбираться, он не татарский, потому что он не изготавливается в Татарстане, он не изготавливается по татарским лекалам орнаментов. Например, по татарским орнаментам есть целая книга, написанная ученым Фуадом Валеевым, где расписано, какой должен быть татарский орнамент. Это вообще популярная проблема, что, например, берут какой-нибудь казахский орнамент и выдают его за татарский? Да. YouTube татарочки. Всем большое спасибо, что досмотрели ролик до конца. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий, потому что это поддерживает наш канал. Алсу, что ты хочешь сказать еще? Да, я хочу сказать, что встречают по одежке, поэтому давайте выглядеть красиво, чтобы на нас смотрели и думали: о, вот татары, кажется, вот так должны выглядеть. Или там тюрки вот так вот должны выглядеть. Да, если вы не из татар, а из какой-то другой, там казахи, башкиры, узбеки, присылайте какие-нибудь ссылки на то, как одевается молодежь у вас, и мы с удовольствием снимем в продолжении этого подкаста, уже по теме, например, могли бы разобрать, как одевается прям конкретная молодежь в других конкретных тюркских странах. Да, нужно сказать, что на самом деле это сейчас, не скажу, что супер-мега популярно, но есть дизайнеры, которые в этом направлении работают. В Башкортостане тоже достаточно много дизайнеров, которые делают именно современную одежду европейскую, но с национальным колоритом. У Чуваши тоже есть свои ребята, которые работают в этом направлении. В Казани, в Татарстане раз в год точно проходят, разные есть у этого организаторы, но все-таки стараются проводить такой смотр дизайнеров, какой-то конкурс именно этномоды. Раньше это был Этнодар, сейчас он называется как-то по-другому, и у него другие организаторы. Например, в прошлом году был показ, туда приезжала крымская татарка со своей коллекцией, тоже очень интересная коллекция, это абсолютно современная одежда, но
с национальными элементами. Кстати, она ее показывала на неделе моды в Милане. Вау. Классно. Звучит круто. Да. Все, теперь точно все. Всем пока, спасибо. Всем пока.